стало известно, что Имамджан Ибрагим, вернувшийся в Урумчи после окончания образования и медицинских исследований в Бостоне, был арестован в 2017 и направлен в лагерь перевоспитания. Имамджан Ибрагим готовился к отъезду за границу в научных целях при поддержке своих иностранных друзей. Однако у него необоснованно отобрали паспорт и посадили в концентрационный лагерь. По сообщениям радио «Свободная Азия», Имамджан Ибрагим принимал участие в программах здравоохранения многих стран, в том числе и Японии, в которой ученый побывал несколько раз. До момента ареста Имамджан Ибрагим общался со своими друзьями через мессенджер WeChat. С 2017 года Коммунистическая партия Китая начала аресты миллионов уйгуров и других тюрков по необоснованным обвинениям. Среди них немало ученых, академиков, художников, бизнесменов и известных личностей, заслуживших народное признание. По сообщениям китайских СМИ, 23 марта из китайской провинции Юнань в Аральский район Восточного Туркестана прибыло 6 самолетов, на борту которых находились так называемые учителя и сотрудники Министерства образования. Также стало известно, что на следующий день в город Хотан было совершено 9 аналогичных авиарейсов. Китайских иммигрантов торжественно встретило местное управление и вручило им ключи от квартир, которые были выделены для них безвозмездно. Китайцы, переселившиеся в уйгурский регион, распространяют в социальной сети видеообращение к своим собратьям, в котором наглядно демонстрируют блага, выделенные им бесплатно. Китайские власти всеми путями пытаются изменить демографическую структуру Восточного Туркестана. Ссылка уйгуров и других тюрков во внутренние регионы Китая под предлогом борьбы с бедностью и переселение бедных китайцев в уйгурский регион, где им предоставляются все привилегии, явное тому доказательство. После введения карантина и комендантского часа в связи с эпидемией коронавируса в Китае выросло количество разводов, основной причиной которых стал стресс, вызванный постоянным нахождением в доме. Согласно данным информационного агентства Bloomberg, во время карантина увеличилось и домашнее насилие. На протяжении марта в провинции Шиань и Сычуань было зарегистрировано рекордное количество разводов. В судах города Дажоу образовались огромные очереди. Во время интервью телеканала Bloomberg юрист из Шанхая Стив Ли заявил, что после частичной отмены комендантского часа в середине марта количество разводов увеличилось на 25%. Сравнивая статистику за последние 15 лет, юрист отметил, что количество разводов выросло в 3 раза. Китайцы считают, что власти скрывают реальные цифры о масштабах эпидемии. Данное сообщение, которое потрясло мир, было опубликовано в британской газете Daily Mail, согласно которой реальное количество смертности в Китае составляет более 40 тысяч. Издание сообщило, что ежедневно урны с прахом получает по меньшей мере 500 семей. Кремация погибших из-за коронавируса была начата после запрета на захоронение, принятого китайским правительством. Крематории города Ухань работают 24 часа в сутки без перебоя и выходных. Некоторые китайские источники сообщают, что ежедневно в городе Ухань, где насчитывается 7 крематориев, сжигается по 3500 трупов. Специалисты считают, что за отменой лицензий сотрудников New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, работавших в Китае, стоит опасение утечки информации о реальной обстановке в Поднебесной. Во время тушения лесного пожара в китайской провинции Сычуань погибло 19 человек. По информации агентства Синьхуа, сначала возгорание произошло на одной из ферм города Сичанг, но вскоре под воздействием сильного ветра огонь перекинулся на близлежащий горный регион. В заявлении было указано, что команда, участвовавшая в работах по тушению лесного пожара, оказалась в ловушке из-за изменения направления ветра. В результате поисково-спасательных работ были обнаружены тела 18 пожарных и 1 егеря.